Приветствую вас на канале Хобби-Ленд, где собраны мои видео о путешествиях, а также видео с моими песнями и стихами. Сегодняшнее видео я хочу начать словами народного поэта Чувашии Петра Хузангая. Знаете ли вы страну такую, древнюю и вечно молодую, где в лесу тетерева такуют, словно песни сердце околдуют, где, коль праздник, от души ликуют, коль работа, гору дай любую. Знаете ли вы такой народ, у которого 100 000 слов, у которого 100 000 песен и 100 000 вышивок цветет? Приезжайте к нам, и я готов это все проверить с вами вместе. И сегодня речь пойдет о вышивке, одном из основных видов чувашского традиционного декоративно-прикладного искусства. Мое знакомство с чувашской вышивкой состоялось в далеком детстве, когда мы жили по соседству с очень интересной женщиной, детской художницей Маргаритой Максимилиановной Михаэлис. И мы, девочки-соседки, часто были прообразами ее героинь. К моей соседке-художнице частенько заглядывала ее приятельница Екатерина Иосифовна Ефремова, художник по вышивке, и именно у нее я впервые увидела образцы чувашской вышивки. С именем Екатерины Иосифовны связано возрождение и сохранение чувашской национальной вышивки. На основе традиционных узоров она создавала композиции для стилизованной национальной одежды и предметов убранства интерьера. В 2020 году впервые республика отметила День чувашской вышивки, и дата празднования, 26 ноября, была выбрана не случайно. Это день рождения Екатерины Иосифовны. Чувашская вышивка уникальна. Каждый орнамент в ней имел определенное значение и являлся своего рода шифром, содержащим какое-то пожелание или оберег. Считалось, что вышивка привлекает удачу и защищает от зла и нечистой силы. Основными цветами орнамента являются белый, красный и черный. Старинный чувашский орнамент – это геометрические узоры в сочетании со стилизованными фигурами людей, птиц, животных. И каждая мастерица посредством узоров как бы пела свою песню или рассказывала свою историю. Искусству вышивания девочек обучали с 5-6-летнего возраста. Каждая девушка готовила себе приданое, куда входила одежда на все случаи жизни. Девичий костюм не имел нарукавных и нагрудных узоров. Молодые девушки свои наряды, предназначенные для праздников, вышивали скромно. Все мастерство и умение они вкладывали в вышивку свадебной одежды. С особым мастерством выполняли платок жениха, который дарился в день сватовства и выражал согласие девушки выйти замуж. Женская одежда отличалась богатством орнаментов нагрудной части. Часто встречались сложные асимметричные орнаменты, характерные только для рубашек замужних женщин. Богатством вышивки и разнообразием орнамента отличалась и мужская одежда, например, вот такой халат из домотканого холста. А теперь давайте из прошлых веков вернемся в настоящее время и полюбуемся работами современных мастериц, выполненных на основе старинных узоров. Ежели каляча